Скандерга, от мене особисто дуже тішить така єдність, тому що от як дуже багато людей, як і кримські татари, так і українці з материкової України кажуть, що якби не кримські татари, можливо, про Крим би взагалі і забули, про те, що він є невід'ємною частиною України. Мене дуже тішить ось такі от єдності і така боротьба. Вы разделяете зі мною это? Однозначно, это способ ненасильственной борьбы, потому что, с одной стороны, когда люди собирают порядка 600 тысяч рублей, это немалая сумма, когда люди собирают, с одной стороны, просто поддерживают тех людей, которые не смогли бы сами бы заплатить данный штраф, с другой стороны, это демонстрация единства и демонстрация силы, чего как раз-таки боится оккупант. И вот подобная практика, она еще была с 70-х, 80-х, 60-х годов, когда крымско-татарское национальное движение все-таки достигло окончательного своего результата, это возможности возвращения обустройства на родной земле в Крыму. И поэтому вот данные действия, они демонстрируют то, что мы едины, то, что мы можем друг другу протягивать руку, то, что у нас есть наши друзья, украинцы, представители других национальностей. И это действительно оказывает давление, поднимает дух с одной стороны и оказывает давление на оккупанта. Ну и, конечно же, подобную же солидарность нужно проявлять в преддверии вот сейчас выборов, потому что в Крыму 8 числа будут выборы, местные советы. Мы слышим различную риторику в этом плане. Одни пытаются оправдать, что нам на местах нужно жить, нам надо как-то решать вопросы на местном уровне. С другой стороны, я хотел бы все-таки обратиться к нашим соотечественникам, крымским татарам, украинцам, русским, представителям других национальностей, что любым, во-первых, участием в этих выборах мы таким образом укрепляем оккупационную власть на территории нашей земли. И таким образом, как бы там ни пытались замылить глаза, не пытались показать, что там активно проводятся инфраструктурные какие-то стройки и так далее, при всем том мы видим, что жизнь все хуже и хуже становится, теряется свобода, и поэтому не участие в выборах и в качестве кандидатов, и в качестве избирателей – это очень важный посыл, это один из важных примеров ненасильственной борьбы, потому что за это никто не судит, за это никто в тюрьму не сажает, но при этом весь мир видит нашу четкую позицию по этому вопросу.